В прошлом году колосья у нас были вот такие. В этом году, сами прекрасно видите, 15-20 сантиметров. А комбайн он может взять 25-30 сантиметров. Это поле хозяйства Марс. Словно на Красной планете. Почти все выжжено. В прошлом году здесь собрали до 40 центнеров зерновых с 1 гектара. В этом, говорят, в лучшем случае будет в 4 раза меньше. Испытанием сначала стали майские заморозки, сейчас июньская засуха. Осадков мы в этом году, можно сказать, вообще не видели. Наверное, где-то 2-3 миллиметра общие осадки, всего осадки были. Мы в 2021 году увидели засуху, в 2010 году, но это самая сильная засуха, которую мы видели. Знойное лето буквально выжигает поля, говорят фермеры. Такая же картина и на пастбищах. Критическая ситуация с кормами. Собрали всего-навсего 5000 тонн сенажа. Это, если сравнить с прошлым годом, в прошлом году мы за этот период уже были заготовлено было 50 тысяч тонн сенажа. Не все фермеры в этом году смогут обеспечить себя. Последствия погоды бьют по карману уже сегодня. Производство 1 килограмма молока поднялось до 28 рублей. Почему? Потому что все завозим, все из колес кормим. А на сегодняшний день продаем молоко по 18 рублей килограмм. Вот и читайте, простая арифметика. Каждый произведенный литр молока у нас работает на минус, на 10 рублей минус. Почти в пустыню превратились и земли Габделахата Рафикова. Кормят КРС сейчас прошлогодними запасами. У нас 600 гектаров многолетки. Вот в этом году полностью они высохли в корне. Невозможно из них подготовить сенаж или сено. С начала лета в районе выпало всего 9 миллиметров осадков, при норме в 30. Аграрии пытаются спасти то, что осталось, проводят листовую подкормку. Таких испытаний, как в этом году, для посевов не припомнят даже опытные специалисты. Я такого не помню на своей памяти, чтобы возврат заморозков 20 июня мог так побить посевы. Ну и то, что вот самые страшные были заморозки до минус 12, это 8-9 мая. Нет такой культуры, которая бы выдержала минус 12 градусов. И такая ситуация по всей республике, говорят в Минсельхозе. В ведомстве отметили, на сегодня в Татарстане многолетние травы собраны на 80% площадей. И удалось заготовить только 1/5 часть кормов. В 6 районах запасов сенажа остается лишь на месяц-два. Этим районам особенно надо готовиться, потому что искать, может быть, соседних регионов, соседних районов, допустим, да, искать и заполнять кормовые запасы для того, чтобы не потерять продуктивных животных и сохранить объем производства. Большая надежда, конечно, у вас на кукурузу, да, то есть если будут дополнительные дожди, и большая надежда на второй укос. В 5 районах сегодня зарегистрирована почвенная засуха. Это когда дефицит влаги фиксируется в течение 3 декад подряд. По данным Гидрометцентра, на этой неделе ситуация не изменится. В ближайшее время несколько дней существенных осадков по-прежнему не ожидается. Вот еще раз хочу подчеркнуть, что постепенно температурный фон будет возрастать, то есть дневные максимальные температуры, например, завтра составят уже в республике 21-26 градусов тепла, а дальше еще на 1-2 градуса выше. Прогнозов на урожай эксперты пока не дают, но уже понятно, что о рекордных 5 миллионах тонн речи не идет. Рамиль Галиуллин, Вадим Илларионов, Лейсан Саитова, Ирик Хабибуллин, ТНВ, Азнакаевский район.